Глава региона Махмуд Али Калиматов встретился в Москве с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Они обсудили ход реализации прорывных проектов, строительство водозабора АСА, развитие курорта Арамхи и модернизацию международного аэропорта Магаз имени Сулумбека Асканова. Цитата. «Достигнуты договоренности с Минэкономразвития о максимальном содействии в реализации 5 прорывных проектов. По каждому из них ведется работа по подготовке проекта сметной документации, и по ряду подпроектов она уже завершена. Встреча прошла продуктивно. Хочу искренне поблагодарить Максима Решетникова за помощь, оказываемую нашему региону в решении важных для нас вопросов», отметил глава. Вице-премьер Юсуп Зурабов провел обсуждение проекта по созданию индустриального парка Джейрах. В рамках предпринимательской инициативы по созданию парка площадью 31 гектар предусмотрено осуществление добычи и переработки доломита, а также строительство карьерной и внешней дороги. Проект находится на начальном этапе реализации, идет поиск источников финансирования. Ежегодный объем производимой продукции составит 236 тысяч тонн изделия из доломита в год, и при достижении проектной мощности доход составит 560,5 миллионов рублей в год. Планируется запустить проект в 2027 году. Реализация проекта позволит создать до 50 дополнительных рабочих мест. Заработные платы отдельных категорий бюджетников планируется проиндексировать на 13,2% в 2025 году. Следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025-2027 годы. Уточняется, что речь идет о работниках федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки. Так, в 2025 году их заработные платы должны подняться на 13,2%, в 2026 году на 10,2%, а в 2027 году на 8,3%. В пояснительной записке подчеркивается, что эта мера необходима для сохранения соотношения средней зарплаты, исходя из указов президента. В России планируется индексация стипендий студентов федеральных учреждений профессионального образования, аспирантов и ординаторов. В 2025 году индексация составит 4,5%. В начале февраля Минобразование предложило закрепить уровень студенческих стипендий, как академических, так и социальных, не ниже прожиточного минимума. Студенты, аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры и слушатели подготовительных отделений федеральных вузов смогут получать академическую стипендию при условии обучения на очной бюджетной основе, отсутствие троек в учебном процессе и отсутствие академической задолженности. Социальная стипендия будет предоставляться бакалаврам и специалистам, обучающимся на очной форме обучения, при соблюдении определенных критериев. Правительство выделило 1 миллиард рублей на разработку и внедрение современной технологической продукции. Правительство продолжает поддерживать производство приоритетной промышленной продукции. Дополнительные 1 миллиард рублей будут направлены на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для производства востребованной продукции на предприятиях. Эти средства позволят поддержать не менее 8 инновационных проектов по разработке и запуску производства продукции в приоритетных отраслях промышленности, включая транспортное и нефтегазовое машиностроение. Михаил Мишустин отметил, что ожидается, что это решение способствует увеличению инвестиционной активности производителей высокотехнологичной продукции. Завершаем наш выпуск экономических новостей. Информация о курсе валют на сегодня.